Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидситуация в регионе на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории республики характеризуется наличием 162 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что большинство случаев зарегистрировано в столице нашей республики, 71 случай. Для 2021 года, для начала 2021 года, это повышение показателя количества заболевших. И оно прежде всего связано с той ситуацией, которая у нас с вами была порядка 2-3 недель назад, когда мы готовились к встречам Нового года. Безусловно, в новогодние праздники в республике было меньшее количество обращений за медицинской помощью. Сегодня вновь увеличилось и количество обращений, и количество выявленных случаев. Тем не менее, наиболее сложным сегодня является обстановка с высоким уровнем заболевания. Это Мегино-Кангаласский район. Поэтому я отдельно обращаюсь к жителям Мегино-Кангаласского района, к тем гражданам республики, которые проезжают мимо или находятся временно в Мегино-Кангаласском районе. Сегодня необходимо остановить у вас такое достаточно быстрое распространение вируса на территории. Для этого очень четко соблюдать все требования, которые установлены для того, чтобы вирус предотвратить. Для Алданского и Мирнинского района характерно 15-13 случаев, соответственно, для Нерюнгринского района 11 случаев. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 15 районах республики. Мы продолжаем тестирование лабораториями на территории республики. Сделано за сутки 2832 соответственно, исследования. И в целом по стране республика до сих пор продолжает оставаться в числе лидеров по количеству исследований на одного человека. А вчера главой Республики Саха-Якутия Асеном Сергеевичем Николаевым подписан указ, по которому продлены ограничительные меры, действующие на территории республики, а соответственно и режим повышенной готовности на 1 месяц. Исходя из сложившейся ситуации, исходя из того, что есть четкое понимание алгоритма и уже более высокий уровень поведенческий у людей в части соблюдения санитарных норм, принято решение с соблюдением санитарных норм разрешить открытие, соответственно, домов культуры, и учреждений культуры именно в части исполнения своего и государственного задания, и репертуарного плана с 50% наполнения зала. Соответствующий пример учреждения культуры республиканские во время новогодних праздников подали, и алгоритм сегодня достаточно четкий и понятный. Кроме того, на территории республики с соблюдением соответствующих норм разрешена деятельность саун и бань общественного значения в том числе. На 15 января 2021 года в республику поступило 5242 вакцины. Вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции. Сегодня пройдено вакцинировано 1801 человек. Вакцинация активно проводится в 8 районах республики. И 12 января дополнительно вакцина распределена в 5 районов республики. А как мы уже говорили, записаться на вакцинирование можно, соответственно, через поликлиники по месту жительства. Необходимо обратить внимание на те правила, которые сегодня определены для приезжающих лиц из Великобритании и Северной Ирландии. Решение принято на территории Роспотребнадзора Российской Федерации, в связи с чем соответствующие ограничения для прибывающих на территории республики лиц, прибывающих из этих стран, установлены обязательные ограничения по передвижению. Я хочу обратить внимание на то, что у нас сегодня к ограничениям, которые действовали на территории, дополнительных ограничений не предусмотрено. Тем не менее, такие правила, как ношение маски, социальная дистанция, соответственно,
самоизоляция для лиц старше 65 лет и лиц, которые болеют хроническими заболеваниями, остается на территории республики. В оперативный штаб республики поступила оперативная информация, по которому ряд, в том числе муниципальных и государственных учреждений, отказывают в предоставлении больничного лицам старше 65 лет. При возникновении таких случаев я призываю обращаться к соответствующим в профсоюзы и Рострудинспекцию для того, чтобы эти меры, для того, чтобы подобного рода необоснованные отказы в продлении больничных листов были, соответственно, пресечены вовремя. К сожалению, сегодня такая информация есть, и, соответственно, руководителям будут направлены письма оперативного штаба о недопущении подобного рода ситуаций. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом о текущей эпидобстановке в регионе. Далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главных темах. Новый препарат для профилактики и реабилитации от COVID-19 завершает клинические испытания в Якутии. Россия и мир после пандемии. Под таким девизом в Москве стартовал ежегодный Гайдаровский форум. Первая в Якутии четырехполосная дорога, построенная в условиях вечной мерзлоты, появится в 2023 году. Режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой на территории Якутии продлен до 15 февраля. Соответствующий указ накануне подписал глава республики. Также сообщается, что лица, прибывшие из Великобритании на территорию региона, обязаны соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию. Работа домов культуры, саун, бань, а также проведение спортивных мероприятий разрешается при соблюдении санитарных норм. Групповые занятия могут проводиться с участием не более 15 человек без проведения дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ. Также разрешены официальные спортивные мероприятия, включенные в единый план на 2021 год, но без зрителей. В Якутии завершился второй этап клинических испытаний биопрепарата бетукладин для лечения и профилактики коронавируса и реабилитации больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Разработчиками нового препарата являются ученые лаборатории экологической медицинской биохимии Сибирского института РАН. Клинические испытания проводились в специализированных клиниках и показали очень хорошие результаты, как добавка при лечении туберкулеза легких, гепатита Б и Д, а также для профилактики и лечения больных COVID-19. Так, у всех принимающих новый БАД в период реабилитации отмечена быстрая регрессия остаточных явлений, восстановление работоспособности. В группе не принимающих бетукладин подобная ремиссия затягивалась на 1-2 месяца, пояснили ученые. Биологически активная добавка в России уже запатентована, но в продажу поступит только после регистрации и получения свидетельства Роспотребнадзора, предположительно в первом квартале этого года. Есть такое хорошее вещество бетулин. Это экстракт коры березы. У него очень много полезных свойств. Я решил его выделить ради интереса, в общем-то. Вот. Когда я его выделил, оказалось, что его можно получать достаточно много из коры. Вот. То есть, в принципе, уже виден выход на какое-то производство. Да? Вот. Ну, а дальше уже с коллегами подсоветовавшись, мы создали уже комплексный препарат на основе бетулина и ягеля. Назвали бетукладин. С 2018 начали проводить испытания. Вначале это было на базе енит, туберкулеза. Вот. Потом проверили по гепатологии. В частности, вот гепатит Д плюс Б. Неплохие результаты очень были. И вот последний вариант проверки был, можно сказать тогда, это вот на ковид. Различные группы были взяты. Поэтому, в принципе, уже по первичным данным можно судить, что очень хорошо работает. Но это БАД. Это БАД, исключительно БАД. Это не является лекарством. Его не надо позиционировать как лекарство. Мы не собираемся его так регистрировать. Это будет именно БАД.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в Амгинском районе продолжается. Туда поступила партия в 100 доз. Одними из первых ее получили работники красной зоны и сферы социального обслуживания. Также в феврале ожидается вторая партия ГАМ-КОВИД-ВАК. Чтобы выработался коллективный иммунитет, врачи планируют вакцинировать 60-70% населения. Однако есть и ограничения. Так, вакцинацию пока не смогут пройти люди с обострением хронических заболеваний, больные COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями, беременные и кормящие женщины. Планируется поступление 1200 доз в конце января, начале февраля. Мы сейчас подготавливаем списки поименные, те, которые желают, и те, которые вот по уровню вакцинации всех список полностью сделали. И надеемся, что вот при получении данной вакцины мы в течение месяца вот эту вакцинацию завершим. Одна из проблем районных больниц – недостаточное количество молодых специалистов. При этом, по данным учебных заведений, выпускников много, но они предпочитают оставаться в крупных городах. Тему продолжит Елена Фаст. В декабре команда хирургического отделения Алекминской ЦУП пополнилась. В город приехал молодой специалист, врач-хирург Николай Петухов. Кстати, точнее сказать, вернулся. Николай местный, родом из села Заречное. Некое чувство долга, ну и на родине тянет помочь семье, помочь близким, друзьям, вернуться на родине как-то, скажем так, обосноваться более крепче, скажем так. По словам специалиста, именно здесь можно наработать настоящий опыт, состояться как специалист. Базисный опыт врача. Здесь получаешь гораздо больше, клиническое мышление развивается сильнее, потому что, допустим, не позовешь на помощь, скажем так, более какого-то узкого специалиста, думаешь своей головой в этом плане. Кстати, его коллега Кирилл Юрьевич тоже алекминский. В его случае судьбоносным в плане места работы стал летний отдых. Изначально хотели уехать в Нерюнгри, так как там были вакантные ставки и травматолога, и рентгенолога. У меня супруга рентгенолог. Вот. Но побыв какое-то время здесь, это лето прошло, вот, и Андрей Николаевич узнал, что такое есть, приехал с учебы. Вот, в общем, он меня и сблатовал сюда. Да, Пшеничников Андрей Николаевич. Целевые места предоставляются, сетует главный врач. Образование получают, но назад не торопятся. Но, к сожалению, не все возвращаются. Это у нас на сегодня очень большая проблема. Сейчас мы совместно хотим с районом, чтобы привлечь молодых специалистов, какую-то программу создать для поддержки и для привлечения, чтобы они вернулись на родину. Кстати, если врач хочет получить основательную практику, именно районы в помощь. Да, здесь нет неких благ, но опыт огромен. Это было в Советском Союзе еще обязательно. Хирург и травматолог, он должен 5 лет отработать на районе, в любом районе. Только потом он имел право работать в большой центральной клинике. Вот так вот. А сейчас этой тенденции нет. Сейчас, соответственно, конечно, блага цивилизации, они оставляют молодых специалистов на месте. Ну, имею в виду там же, где они учились, в больших городах. Вот. И никто на периферию ехать и не хочет. А с возрастом уже начинает и бояться. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Москве стартовал Гайдаровский форум. Это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая собирает вокруг себя главных экспертов, членов правительства, топ-менеджеров России и мира. В этом году выбран девиз «Россия и мир после пандемии». Все мероприятия проводятся в гибридном формате. Спикеры участвуют в дискуссиях очно в студии, а задавать вопросы им можно онлайн. Главные темы – это экономическая политика, вызовы для здравоохранения и образования, проблематика рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление. В форуме активное участие принимает и глава Якутии Айсен Николаев. Так, во время сессии, посвященной цифровизации, он рассказал, как развивается наш регион и почему так важно продвигать технические нововведения на севере. Весь 2020 год и сейчас все живем под знаком борьбы с ковидом. За прошлый год у нас прошло 15 тысяч телемедицинских консультаций именно в Якутии как раз в рамках борьбы с ковидом. Это не только из Якутска, например,
там с Москвой, с другими ведущими медицинскими центрами, но и внутри республики, особенности вот в малодоступных, далеких сельских населенных пунктах, у людей появилась сейчас возможность, благодаря тому, что мы очень активно ведем цифровизацию, активно ведем, везде протягиваем оптоволоконные линии связи. За прошлый год, кстати, 1500 километров нам удалось уложить, несмотря на все проблемы вместе с Ростелекомом. Вот у людей появилась возможность выходить и получать очень высококачественную медицинскую помощь. И эти 15 тысяч телемедицинских консультаций – это сотни спасенных людей. Напомним, что с января вступил в силу новый закон о дистанционном труде. Он позволяет максимально упростить регулирование режима удаленной работы. Ранее президент также дал поручение для развития системы занятости. Туда войдут цифровой оборот документов и другие платформы, которые регулируют взаимоотношения работодателя и работника с использованием современных технологий. Чего ждать, узнал Максим Кардозо. Точно знать, сколько вы заработали за день – это вполне реальная возможность. Подобную систему уже тестируют в компании Колмар, которая смело внедряет современные технологии не только в производство, но и в работу с сотрудниками. В будущем, да, мы планируем доступ организовать сотрудников к той информации, которая есть по их начислениям для них, да, для того, чтобы они могли это и контролировать, и как-то планировать свой, я не знаю, личный финансовый бюджет в том числе. Да, то есть это что-то вроде такого личного кабинета, где сотрудник, ну, может быть, с телефона, со смартфона подключается и проверяет или смотрит, какое произошло начисление зарплаты, какая ожидается выплата зарплаты. Причем в России разработано и приложение, где можно не только следить за пополнением счета, но и снимать с него деньги, не дожидаясь аванса. Это то, к чему мы придем. Может быть, не в полном формате, но как альтернатива уже устоявшейся привычной форме выплаты заработной платы 100% да. И если, наверное, не здесь и сейчас, через 3-5 лет мы придем к возможности выбора, чтобы у каждого сотрудника была возможность выбора, это будет действительно очень хорошо. Еще одно ноу-хау в сфере цифровизации рынка труда – это электронные трудовые книжки. Переход на подобный вариант добровольный. В Якутии уже 60 тысяч человек идут в ногу со временем. Как отмечают специалисты, это удобно и безопасно. Развивается онлайн-формат и в сфере предоставления госуслуг. Тысячи якутян уже смогли оценить возможность подать необходимые документы, не выходя из дома. Причем это касается не только, например, выплат пособий, оформления тех или иных документов. Проведена работа по цифровизации социальных услуг. На сегодня разработан и уже внедрен дополнительный сервис также на портале государственных услуг, который позволяет семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, также обратиться уже с непосредственно заявлением на предоставление, к примеру, психологической услуги, реабилитационной услуги, с просьбой оказать бесплатную юридическую помощь. За цифровизацией будущее, говорят специалисты, и современные технологии проникают в самые разные сферы нашей жизни. И в пандемию мы поняли, что это действительно может быть удобно. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Другим новостям. В бизнес-инкубаторе Якутска завершается наружный косметический ремонт. В здании покрасили стены, заменили потолок, обновили кафель и светильники. Тем временем резиденты воплощают свои проекты. Всего работает 24 начинающих предпринимателя. Среди них Василий Алексеев недавно стал резидентом и начал свое дело в сфере туризма. Его база находится на 25-м километре Покровского тракта. Он построил якутский балаган, 2 дома и баню по канадской технологии. В скором времени в турбазе начнут работу по заливке катка и сделают горки. По словам Василия, в бизнес-инкубаторе созданы все условия для развития предпринимательства. Мы стали резидентами бизнес-инкубатора в этом году. Построили базу, закончили и подали документы на конкурс в ноябре. Прошли конкурс, и нам выдали помещение. Сейчас обустраиваемся, мебель выдали, все. Планов развить, комплекс сделать, сделать тур, чтобы клиенты без проблем могли тур купить. И уже с дома поехали, отдохнули, к нам приехали.
Первая в Якутии четырехполосная дорога, построенная в условиях вечной мерзлоты, появится в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил генеральный директор управления автомобильных дорог республики Семен Филиппов. В этом году планируют начать реконструкцию дороги НАМ в Якутске. Она ведет к местности Усть-Хатын. Протяженность составит более 7 километров. На весь период работ с 2021 по 2023 годы на реализацию национального проекта планируют выделить порядка 1,5 миллиарда рублей. Автозимник УМНАС на участке Алекминск-Улахан-Ан откроется с сегодняшнего дня. По информации руководства управления автомобильных дорог и подрядных организаций, в настоящее время работы по пробивке автозимника закончены. Продолжаются работы по обустройству трассы. В настоящее время ведут обустройство объездов и установку дорожных знаков. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.